последнее время давление режима Эмомали Рахмона народ Таджикистана ощущает все больше и больше. Так, проявление любого инакомыслия в Таджикистане преследуется правоохранительными органами. Предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие предатель Родины. Внутренняя политика Эмомали Рахмонова встроена на травме народа от гражданской войны. Правительством постоянно внушают народу недопустимость смены власти, которая неизбежно приведет к очередной войне. Эмомали Рахмонов вставляет себя перед народом Таджикистана гарантом, миром и внушает ему, что... Что такое Таджикистан? Таджикистан — это по своему скотству, по своему отношению к людям, по государственному устройству, это почти Туркменистан, но чуть-чуть попроще. Эмомали Рахмонов – это нынешний диктатор Таджикистана. На сегодняшний день, по вине Эмомали Рахмонова, Таджикистан похож на государство XIV века, где власть осуществляется с помощью притеснения собственного народа и содержания его в страхе. Жесткая автократия. И Рахмон, и Лукашенко находятся у власти с 1994 года. Оба аграрии по первому образованию, оба руководители колхозов были, оба, значит, ведут свою так называемую многовекторную внешнеполитическую политику, когда дружат со всеми подряд, у всех подряд берут кредиты, обещают и Китаю, и России, и там Западу, но у Рахмона есть и Россия, и Китай, но нету Европы, ЕС. Политика Эмомали Рахмона – это политика государственного террора. Эмомали Рахмон, в общем-то, поддерживал экономику, потому что экономика в стране разрушена окончательно, бесповоротно он ее довел просто до белой ручки, хотя постоянно берет какие-то кредиты, деньги у Китая, у России, ну, просто берет и расходует эти средства на себя любимого, на свою семью, на какие-то помпезные акции, проекты и прожекты. Сейчас он готовит очередной свой срок, готовится к броску, для того, чтобы потом передать и наследовать своему сыну Рустаму Рахмону, которого уже давно определили в преемнике и специально для него поменяли конституцию Таджикистана. Про Рахмона. Да. Конечно, борьба с Рахмоном – это борьба вместе с тем со всем Тагутом, со всем Левиафаном в целом. Вот. Потому что это всего лишь маленький, от этого не менее мерзкий и ядовитый представитель этого Левиафана на своем месте. Практически весь Таджикистан кормится либо за счет России, либо за счет Казахстана, ну, за счет, короче, трудовых ресурсов, которые работают за границей. Сам Эмомали Рахмон и вся его семья вовлечены в коррупцию таких масштабов, что доходы этой семьи превышают доходы всего Таджикистана. После прихода к власти в качестве президента Рустами Эмомали, как птенец кукушки на первых порах избавиться от неугодных ему лиц в силовых структурах, особенно в системе ГКНБ, от людей старшего возраста, работающих в государственных органах на ключевых должностях, и затем займется членами своей семьи, вплоть до устранения своих родителей, а также избавиться от всех советских ценностей и советского наследия. Он способен установить в Таджикистане такую кровавую диктатуру, которая никому и не снилась. Поэтому все политические здоровые силы общества ни в коем случае не должны допускать ни выдвижения Рустама Эмомали, ни другого члена семьи президента Эмомали Рахмона, ни его самого в качестве кандидата в президенты Таджикистана, от этой воровской семьи, которая как осьминог подмяла под собой всю политико-экономическую власть страны и как раковая опухоль разъедает таджикскую государственность, нужно скорейшим образом избавиться.